Обманщики и лжецы. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете всю сущность нашего правительства. Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого интересного. Родственники Абдулатифа Шарифова, водителя машины скорой помощи, погибшего 3 месяца назад в результате конфликта на границе с Кыргызстаном, сетуют, что власти не сдержали своих обещаний. Вдова Абдулатифа Шарифова, Инаятхон Шарифова, говорит, что ее муж 10 лет работал водителем скорой помощи. Все свое время он проводил в больнице, всегда приходил на помощь по первому зову, говорит она. Абдулатиф Шарифов погиб 27 января при спасении жителей села Ходжаиайло во время минометного обстрела с кыргызской стороны. До этого он успел перевести несколько раненых в больницу. Машина скорой помощи, в которой находились Абдулатиф и еще двое, была обстреляна из миномета. Водитель погиб на месте. Двое других получили ранения. Шарифова похоронили в тот же день, а главврач больницы Исфары, по словам родственников Абдулатифа, на похоронах обещал поддержать семью покойного. А как вы относитесь к тому, что из-за приграничных конфликтов у нас страдают местные жители? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У меня ощущение, что, если вспомнить, очень яростное сопротивление от представителей руководства Таджикистана в первые же дни, когда встал вопрос о возможных решениях конфликта киргизско-таджикского пограничного, там стали очень жестко говорить, что никаких уступок со стороны Таджикистана по возможному обмену территориями быть не может, потому что быть не может никогда. У меня такое ощущение, что почему-то, скорее всего, в Душанбе они очень хотят мирного решения, и нужно, так сказать, вот такими резкими волевыми военными способами конфронтировать ситуацию, эскалировать ее. В частности, как сказала родственница погибшего Табаракхон, главврач пообещал выделить семье покойного земельный участок. Он также пообещал выплатить зарплату за 60 месяцев и назвать улицу его именем. Но ничего так и не выполнено, а после похорон больше и не навещали семью Шарифова, сказала она. В центральной больнице Исфары сообщили, что главный врач Таибидин Мухамедов находится в служебной командировке. Другие сотрудники больницы заверили, что не забыли своих обещаний. В частности, в одном из документов главврач больницы просит мэра Исфары выделить участок земли для детей Абдулатифа Шарифова. Сообщается, что Шарифов стоял в очереди на землю с 2017 года. В другом документе главврач предложил народным депутатам Исфары назвать одну из улиц именем Шарифова. Сотрудники больницы также заявили в интервью без микрофона, что 60-месячная зарплата Абдулатифа Шарифова будет выплачиваться частями. Они также сообщили, что семья Абдулатифа Шарифова уже несколько раз получала материальную помощь. Как мы видим, главврач, по сути, выполнил свое обещание, тем самым направив свои предложения и пожелания выше. Но, как видим, как всегда, наше правительство плюет на обычных людей и даже не защищает их нормально. А как вы относитесь к такой ситуации, что просто проигнорировали, по сути, героический поступок нашего соотечественника? Ведь он из-под пуль вывозил раненых людей. Как вы ко всему этому относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.